Всем привет! И с вами снова про книги! И сегодня мы собрали для вас 5 исторических романов, современных и классических. Лучшие исторические романы, книги, которые не только претендуют на документальность, хотя бы частичную, но и трогают нас, увлекают. Они заставляют вспомнить, что за любым историческим событием, за каждым правителем или генералом всегда кроется личная история, чья-то любовь или ненависть. Гэри Дженнингс «Ацтек». Жизнь ацтеков причудлива и загадочна, если видишь ее со стороны. Культ золота и кровавые ритуалы, странные обычаи и особое видение мира, населенного жестокими божествами. Но жизнь есть жизнь, и если ты родился ацтеком, то принимаешь ее как единственную дарованную тебе судьбой. Вместе с героем книги мы пройдем экзотическими путями, увидим расцвет империи, восхитимся величием Монтесумы, правителя народа ацтеков. Будем сокрушаться и негодовать, когда бледнолицые воины в железных доспехах высадятся со своих кораблей и пройдут с огнем и мечом по священной земле ацтеков. Роман Дженнингса из разряда книг, который однозначно получает читательское признание. Недаром этот его роман стал общепризнанным мировым бестселлером. Джеймс Клавелл «Сёгун». Начало 17 века. Голландское судно терпит крушение у берегов Японии. Выживших членов экипажа берут в плен и обвиняют в пиратстве. Среди попавших в плен был и англичанин Джон Блэкторн, прекрасно знающий географию, военное дело, математику и обладающий сильным характером. Их судьбу должен решить местный правитель, прибытие которого ожидает вся деревня. Слухи о талантливом капитане доходят до князя Торанага Номинавара, одного из самых могущественных людей Японии. Торанага берет Блэкторна под свою защиту, лелея коварные планы использовать его знания в борьбе за власть. Чтобы выжить в чужой стране, англичанин изучает ее язык и обычаи, становится самураем, но его не покидает мысль, что когда-нибудь ему все-таки удастся вернуться на родину. Кристиан Жак «Долина царей». Царевне Яхотеп 18. Она не желает страдать, она хочет любить, хочет править могущественной страной солнца и изобилия. Но армия азиатских варваров обрушивается на Древний Египет. Натиску захватчиков еще противостоят Фивы, где правит мать Яхотеп, царица Тетишери. Она покорилась гневу богов и готовится сдать город, но ее дочь отказывается от роли жертвы. Египетское царство возродится из пепла благодаря ей, рассудительной и страстной, очаровательной и мужественной царице свободе. Благодаря Яхотеп долина царей не исчезла с лица земли. Без нее мы никогда не увидели бы колоссов Мемнона, не услышали о тайнах гробниц фараонов. Египет никогда бы не пережил расцвета эпохи нового царства. Джули Берри «Нежная война». Это книга-гимн любви, над которой не властна ни война, ни время. Две самые сокрушительные силы на земле. Две истории любви, рассказанные самой Афродитой, перенесут вас во времена Первой мировой войны. Война стала причиной, по которой они встретились, она же их разлучила. Хейзел и Джеймс познакомились на приходских танцах, а затем юношу отправили на Западный фронт. Девушка всегда мечтала поступить в консерваторию и стать профессиональной пианисткой, но бесстрашно последовала за возлюбленным туда, откуда не возвращаются. Родные и близкие Калет погибли. Над Обри нависла угроза пострашнее непрерывных бомбежек. Этот удивительный, шикарно написанный роман не оставит вас равнодушными и напомнит, что ни одна опасность не в силах закрыть наши сердца для любви. Роман Гробовский «Легенда о первом дзюнине». Ученица Бога, защитница будущего. Легенды слагаются о великих, но в мире после Большой войны их почти не осталось. Первый дзюнин появился, когда не стало ничего, и вернул людям надежду на будущее. Он научил их защищаться и верить в себя. Теперь судьба деревни в руках Катерины. Смогут ли они выстоять против древнего врага? И какой путь выберет наследница первого?